В стенах Абхазского государственного университета открылась 9-я международная научная конференция «Этнос и культура в эпоху глобализации, пространство и история». Масштаб представительства впечатляет. Форум объединил ведущих специалистов из крупнейших научно-образовательных центров Абхазии и разных регионов России. Все они собрались в Сухуми, чтобы ответить на глобальные вызовы времени. Участники подчеркивают, что философия сегодня – это не просто академическая дисциплина, а инструмент для прогнозирования будущего. Здесь собираются в первую очередь философы, собираются психологи, педагоги и из разных вузов России. Организаторами этой конференции постоянно являемся кубанские философы и наша кафедра. И, естественно, философия должна что-то прогнозировать, философия должна влезть в глубину этого человеческого пласта глубокого, который еще надо изучать и изучать. Вот этим мы и занимаемся. В первую очередь, это для молодых преподавателей это как курс повышения квалификации. Свежий ветерок в области философии, что в центре происходит, мы тоже должны знать. Они оттуда нам и учебники присылают, и все, что хотите. То, что, в чем мы нуждаемся, теперь мы не нуждаемся. Вот как. Ну, только нужда в кадрах. Нам нужны еще кадры, философские именно кадры. Междисциплинарный формат конференции позволяет взглянуть на одни и те же процессы под разным углом. Пока одни ученые анализируют геополитические сдвиги и многополярность, другие исследуют, как меняется сам человек в эпоху цифровизации. На смену семейным альбомам приходит мобилография, а классические формы передачи памяти стремительно уходят в цифровую плоскость. Такие снимки чаще всего делаются на память. Они документируют присутствие человека на каком-то важном, по его мнению, мероприятии, размещаются в интернете. И интересно то, что здесь как бы начинает разрастаться вот этот вот коллектив, потому что каждый находит, тот или иной человек находит на этом снимке себя, подключается, комментирует. Таким образом, вот эта вот биография становится такой совместной. Темы докладов охватывают самые разные эпохи. Исследователи из Высшей школы экономики представили архивную сенсацию, раскрытую загадку столетней рукописи русского философа Алексея Ухтомского. В свою очередь, представители Абхазской научной школы сосредоточились на исследовании национального культурного кода, традиций и ценностей, которые помогают обществу сохранять свою идентичность в эпоху глобализации. Такой синтез, по мнению участников, открывает уникальные возможности для межкультурного диалога. Для нас это сотрудничество очень дорого, потому что, во-первых, это очень интересная такая продуктивная дискуссионная площадка. Это возможность увидеть и понимать основные научные тренды. И то, что происходит не только в России, но и в Абхазии, для нас является весьма интересным. Потому что определенные культурные тренды, определенные способы видения мира – это тоже способ понимания того, как наши научные доктрины, наши научные обсуждения, какой они отклик находят в разных культурных общностях. И для нас это очень ценный опыт. Работа конференции продлится 2 дня. Главным практическим итогом форума станет выпуск научного сборника, материалы которого будут размещены в престижной базе РИНЦ. А озвученные в Сухуми выводы найдут свое применение как в образовательных программах, так и в большой гуманитарной науке. Заур Кварча, Евгений Сильченко, Абазатовы.